В Алматы действует 27 блокпостов. Несмотря на ранее озвученные предупреждения о запрете на въезд, граждане все равно стараются прорваться в город. Кто-то даже пытается драться с патрулем. В Кыргызстан и Узбекистан доставили сотни граждан и поместили их в карантин. Люди делятся видео и рассказывают о нечеловеческих условиях содержания. Вы сюда бы положили свою жену с ребенком? Вы бы свою жену с ребенком положили? Если. Я гражданин этой страны. В Казахстане на свободу вышел главный политзаключенный страны Мухтар Джакишев. И сегодня же исполняется ровно год с момента отставки Нурсултана Назарбаева с поста президента. Что обещал и что сделал за этот год Касым-Жомарт Токаев. Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В первый день карантина в Алматы на большинстве блокпостов появились километровые пробки. 27 КПП расположены на 10 магистралях. И везде одна и та же картина. Несмотря на предупреждение властей о том, что Нур-Султан и Алматы закроют на карантин, казахстанцы все равно пытаются въехать в эти города. С места событий репортаж Шолпан Оразбековой. Сегодня Алматы не узнать. В городе нет пробок. Если и можно увидеть где-то автомобильный затор, то только за пределами мегаполиса. Только в Алматы с полуночи к работе приступили силовики на 27 блокпостах. Везде военная техника и десятки полицейских. И именно тут многочисленный транспорт останавливается намертво. Вы что, теперь меня домой не пустите? Большинство застрявших у въезда в Алматы – это люди, живущие за городом, но работающие в самой южной столице. Говорят, работодатель в отпуск не отпустил, поэтому народ пытается пробиться через пропускные пункты. Но удается это немногим. По правилам нарушать карантин можно только медикам и чиновникам. Еще пускают самих алматинцев с городской пропиской. Остальных просят развернуться. Прописка Алматинской области. Я не могу вас пропустить. Моей сестренке надо в аэропорт. Если у нее есть билет, она пройдет. Никто меня в отпуск не отпускал. Я сейчас работу потеряю. Как я буду семью кормить? У меня семья в городе, машина с городским номером. Нет, разворачиваемся. Данные тех, кому все же разрешили въехать в город, в обязательном порядке фиксируются. Говорят, чтобы в случае чего их можно было быстро найти. Заполняются те, которые приехали, пересекли Алмату. Ранее власти предупреждали граждан, что за нарушение карантина могут применить не только административные меры, но и привлечь к уголовной ответственности. Но несмотря на это, среди приезжих были и те, кто шел просто напролом. Этот инцидент позже прокомментирует полиция. По их данным, пьяный мужчина отказался подчиняться требованиям правоохранителей. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался пройти через пост. Он сам является иногородним жителем, пытался пройти в город, при этом не реагировал на законные требования сотрудников полиции. Был вызван экипаж управления полиции Илийского района по территориальности, и в отношении него был составлен административный протокол. Между тем, под присмотром оказался и целый жилой комплекс в Алматы. Здесь минувшей ночью стало известно, что у одного из жильцов подтвержден диагноз коронавируса. Теперь вся многоэтажка окружена полицией, а в здании объявлен карантин. Продукты жильцы этого дома могут купить только в магазине, расположенном в этом же здании, или, заказав еду онлайн, можно забрать ее у КПП. Так жильцы многоэтажки будут существовать еще 15 дней. Шолпан Оразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. Алматы. В тюрьме постель получше будет. Так кыргызстанцы описывают условия их содержания в карантине. Находиться в изоляции они не против, только боятся заболеть в самой обсервации. Власти говорят, что граждане должны понимать, что приехали не на курорт, поэтому надо потерпеть. Где и как содержится потенциально зараженный коронавирусом, узнала Дарья Тимофеева. Нет, никого не запускаем отсюда. Ну там же люди находятся, они же как-то... Это вот через центральный вход. Спустя 7 лет после ухода военнослужащих США авиабаза вблизи Бишкека опять под усиленной охраной и вновь густо заселена. Указатели на подъезде говорят, что теперь это место – карантинная зона. То, что для обсервации кыргызстанцев, прибывающих из-за рубежа, выбран некогда военный объект, видно сразу. Здесь и неработающая смотровая вышка, и высокие заборы с колючей проволокой, и даже старая вывеска предупреждает – близко лучше не подходить. Правда, те, кто находится сейчас по ту сторону забора, говорят, что их условия пребывания куда хуже казарменных. Постель, на которой должны спать. В тюрьме постель получше будет.
Спальные места не единственное, что смутило кыргызстанцев в их условиях карантина. На стенах плесень, в комнатах холодно и пахнет пылью. Постельное белье хранят на полу. Рядом питьевая вода, которую, по словам авторов видео, за несколько часов пребывания на базе никому так и не предложили. Душевая, в которой невозможно мыться. Здесь ужасно холодно, ужасно грязно. Все течет. Ванизма. И помещение не отапливается. Как рассказал сегодня министр здравоохранения, на базе пока находится 170 человек. Чиновник считает, что все условия для обсервации есть. Карантинные зоны готовили с 25 января. Конечно, это не гостиница. Конечно, это не домашние условия. Там есть душ, там есть туалет. Все это вещи, все санитарно-гигиенические мероприятия есть. Именно забота о себе, признаются люди в обсервации, подтолкнула их разослать видео по редакциям СМИ. После их опубликования заявление сделали даже в парламенте. Спикер посчитал, что такие кадры размещать в соцсетях не стоит. Давайте будем дружными и спокойными. Если вас отправили на карантин, то это правило тоже надо соблюдать. Не надо жаловаться на условия и выставлять это в социальные сети. Вы не на курорт приехали и не в 4- или 5-звездочный отель. У этой болезни нет ушей, глаз, и она проникает незаметно. Правительство делает работу, старается. Потерпеть и остаться в изоляции люди в карантине готовы. Говорят, только боятся простыть или заразиться коронавирусом уже в самой обсервации. Никаких обследований, кроме замеров температуры, они не проходили. Такие подробности журналистам их попросили не рассказывать. Потому давать видеоинтервью многие сегодня передумали, но согласились хотя бы озвучить происходящее. Мы начали все снимать на камеру, потому что, когда мы обращались к сотрудникам МЧС, либо к врачам, они отворачивались, либо смеялись, мы спрашивали, когда мыло, когда нам дадут средства личной гигиены, когда просто дадут антисептики для рук, либо маски, ведь мы находимся все-таки в режиме карантина, но здесь мы спокойно все друг с другом рядом ходим, мы не защищены абсолютно, нам даже нечем помыть руки. Они говорили, что мы не знаем, скоро, наверное, сегодня. В течение дня людей, закрытых на карантин, навестил министр чрезвычайных ситуаций. В итоге власти пообещали учесть все претензии и улучшить условия содержания. Накануне подобные фото из обсервации разместили жители южных регионов. Уже к утру их переселили практически в люксовые палаты. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев. Настоящее время. Азия. Кыргызстан. Бишкек. В Узбекистане люди, которые вернулись на родину и теперь находятся в принудительном карантине, тоже жалуются на условия содержания. В беседе с журналистами Узудлика некоторые из них сообщили о том, что вынуждены жить в холоде, а ванны и столовые в полной антисанитарии. Около 300 граждан Узбекистана вернули на родину 18 марта чартерным рейсом из Москвы, после чего разместили в детском лагере «Сокол» в городе Черчеки Ташкентской области. На видео отчетливо видно, что помещение не предназначено для проживания такого количества людей. В одной комнате живут по 5 человек. Туалет, по их словам, на всех один. Им пользуются и женщины, и мужчины, и дети. Люди также задаются вопросом, похоже ли это на настоящий карантин и как в таких условиях можно локализовать заражение. На кадрах также видно, как находящийся в карантине молодой мужчина, не желая оставаться под наблюдением врачей, пытается покинуть зону карантина, но при выходе его встречают сотрудники правоохранительных органов в медицинских масках, вооруженные дубинками. Они просят парня вернуться обратно, обещая, что скоро на карантинный объект приедет Хоким и решит все проблемы. Вы можете ударить. Никто вас не будет ударить. А что Туда будет? отойдите. Куда отойдите, пожалуйста. На каком основании? Туда отойдите. Мы уже стоим там 3 часа. Карантин. Мы 3 часа уже стоим там. Сейчас вас положат вас. Вы сюда бы положили свою жену с ребенком? Вы бы свою жену с ребенком положили? Если. Акя, я гражданин этой страны. Понадобится сюда, вот в эти условия, с 5 другими мужчинами в туалет будет ходить. Акя. Курс доллара усилился по отношению к тенге. Казахстанская валюта вновь потеряла в цене около 10%. Сегодня на Казахстанской фондовой бирже прошли валютные торги. Курс доллара достиг отметки 448,5 тенге. Единица американской валюты могла быть подняться еще выше. Однако Нацбанк решил вмешаться в торги. Тем временем в обменных пунктах городов Казахстана доллар, если он вообще есть в наличии, продают по 485, а то и по 500 тенге. Покупают за 430-466 тенге. Сегодня в Кыргызстане более чем на 16% обесценилась национальная валюта сом. С 73 до 85 сомов поднялась цена за 1 американский доллар. Эксперты называют это девальвацией. Последствия такого скачка, по их мнению, непредсказуемые. Сом, по их прогнозам, будет падать дальше. Джибек Бигалиева с подробностями.
Мы сейчас находимся на пересечении улиц Советской и Московской. В народе еще это место называют валютным кварталом. Новость о том, что доллар взлетел, появилась буквально минут 20 назад. Цифры на табло некоторых обменников меняли буквально на наших глазах. Еще в обед 1 доллар стоил 73 сома. Сейчас он стоит уже 85 сомов. Получается, за этот час национальная валюта по отношению к доллару ослабела более чем на 16%. Новость о том, что подорожал доллар, для всех нас стала шоком. Мы просто не знали, что делать. Нацбанк сделал интервенцию по новому курсу. Я не знаю, что будет с теми, кто брал кредиты в долларах. Нацбанку надо было удерживать доллар, ставить какое-то ограничение. А он взял и резко ввел у нас мировую цену. Мы не можем никаких прогнозов давать. Мы сами не поняли, как доллар так взлетел. Нацбанк установил новую цену, потом коммерческие банки изменили курс, а мы в самом низу этой системы. О том, что доллар в Кыргызстане подорожает, стали говорить еще вчера, когда американская валюта подорожала в России. Сегодня утром некоторые обменники вдруг отказались продавать доллар, а в некоторых его просто-напросто не было. Буквально час тому назад Национальный банк произвел интервенцию, то есть это получается Национальный банк вышел курсом 84 сома 90 копеек. Это резкое падение сома, девальвация сома можно назвать. Причины не только у нас в стране, но и вы сами понимаете, сейчас геополитическая обстановка очень напряженная. Некоторые пункты обмена валюты сейчас вообще закрыты. Местные работники говорят, что они боятся, что доллар может расти дальше. И на мировом рынке мы видим спад всех валют, всех акций. И наша страна не исключение в этом плане, так как мы экономически в некоторых планах зависим от других стран. А то, что последствия, то, конечно, последствия для всех плачевные, потому что, сами понимаете, подорожание доллара ни к чему хорошему не приводит. Мы страна импортируемая, мы многие товары импортируем, производство у нас как такового сильно не развито. Вообще дорожать доллар в Кыргызстане начал примерно дней 10 назад. Тогда курс американской валюты подскочил с 69 до 73 сомов за 1 доллар. Вслед за этим Нацбанк выбросил на рынок примерно 54 миллиона долларов и заявил, что никаких поводов для беспокойства нет. Смотрите далее в нашей программе. В Казахстане на свободу вышел главный политзаключенный страны Мухтар Джакишев. И сегодня же исполняется ровно год с момента отставки Нурсултана Назарбаева с поста президента. Что обещал и что сделал за этот год Касым-Жомарт Токаев. Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Мухтар Джакишев, бывший глава Казатомпрома, вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. В 2009 году его приговорили к 14 годам тюрьмы по коррупционным статьям. Но его сторонники и правозащитники считают его дело политически мотивированным. Кто встречал Джакишева, расскажет Акрам Абдукахор. Мухтар Джакишев уходит на свободу. Вот так у ворот колонии сегодня встречали бывшего главу Казатомпрома Мухтара Джакишева. Несколько десятков активистов из различных регионов Казахстана специально приехали в город Семей, чтобы лично поприветствовать, наверное, самого главного политзаключенного страны. Перед тем, как уехать, Мухтар Джакишев поблагодарил активистов за их поддержку. Огромное спасибо за вашу поддержку. Она была очень важна для меня, для моей семьи. Вот, я надеюсь, все эти времена остались позади. Вот, и сейчас я смогу. Вы простите нас, что мы не смогли пораньше вас отпустить. Вы нужны Казахстану! Мухтар Джакишев был приговорен к 14 годам лишения свободы еще в 2009 году. Его обвинили в совершении коррупционных преступлений. По мнению ряда правозащитных организаций, экс-глава Казатомпрома подвергся уголовному преследованию из-за дружбы с бывшим банкиром и основным критиком сегодняшней власти Мухтаром Аблязовым. В 2015 году Комитет ООН по правам человека заявил о необходимости отменить приговор и признать, что Джакишеву не было обеспечено
право на справедливый публичный суд. В 2018 году Норвежский Хельсинский комитет и Ассоциация права человека в Центральной Азии направили прошение о помиловании Мухтара Джакишева ввиду его болезни на имя Нурсултана Назарбаева. Акции в поддержку Джакишева проходили в Казахстане регулярно. Из 11 лет, проведенных в заключении, почти половину срока Джакишева содержали в следственном изоляторе Комитета нацбезопасности. По словам его адвоката, там Мухтар Джакишев перенес несколько гипертонических кризов. 2 года назад из-за гипертонии ему присвоили 3-ю группу инвалидности. С того же года защита экс-главы Казатомпрома несколько раз пыталась добиться его условно-досрочного освобождения. Однако положительное решение суда удалось добиться только с 4-й попытки, 3 марта этого года. В течение оставшейся части срока наказания, последующие 3 года, Джакишев будет находиться под пробационным контролем. В частности, он не сможет выезжать за рубеж, а по территории Казахстана сможет передвигаться только с разрешения полиции. Сегодня, 19 марта, исполняется ровно год, как первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку после 30-летнего бессменного правления. Ему на смену пришел Касым-Жомарт Токаев. Правда, как говорили многие эксперты у нас в эфире, Назарбаев передал только должность, фактически же власть осталась у него в руках. Как страна прожила год с новым президентом и сумел ли он оправдать доверие граждан, расскажет Ернур Дожанов. Нурсултан Назарбаев – рекордсмен по пребыванию у власти среди лидеров постсоветских стран. Почти 30 лет бессменного правления. Ровно год назад лидер нации Ельбасы вдруг заявил о сложении полномочий. Для многих это стало громом среди ясного неба. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан. Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования. Сложив в себя полномочия, Назарбаев фактически никуда не ушел. Он остался главой Совета Безопасности и председателем главной партии страны. Сохранил в своих руках серьезные полномочия. Исполняющим обязанности президента автоматически стал глава Сената Касым-Жомарт Токаев, близкий соратник Назарбаева еще с начала 90-х. Первым делом новоявленный глава государства решил переименовать столицу и центральные улицы города в честь предшественника. Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом. Наша столица должна носить и имя нашего президента и называться Нур-Султан. После досрочных выборов летом прошлого года Касым-Жомарт Токаев официально стал президентом. За него проголосовало 71% имеющих право голоса. ОБСЕ эти выборы признала нечестными. В свою очередь, транзит власти в стране сопровождался массовыми протестами. Граждане активно выступали против кандидатуры Токаева и переименования столицы в Нур-Султан. Комментируя протестные настроения, Токаев заявлял, что намерен выстраивать диалог с народом. Вскоре по его инициативе учредили Национальный совет общественного доверия, эффективность которого, к слову, под большим вопросом. Сами члены этого совета складывают свои полномочия. Также президент анонсировал упрощение правил проведения митингов и провел ряд социально-экономических реформ, направленных на поддержку малоимущих и малого бизнеса. В целом, первый год президентства для Токаева прошел под знаком чрезвычайных ситуаций. Сначала это взрыв военных складов на юге Казахстана летом 2019-го. На ликвидацию последствий тогда мобилизовали всю страну. Начало этого года ознаменовалось этническими столкновениями, также на юге страны. В результате массовых беспорядков в селе Масанчи Курдайского района погибли 11 человек, пострадали больше сотни. По официальной версии властей, все случившееся – бытовой конфликт. Везде горит, все горит, стреляют. Прям убивали же людей. Новым испытанием для Токаева стал коронавирус и падение цен на нефть. Число зараженных в стране ежедневно растет. 2 крупных города страны закрыты на карантин. В дополнение к этому нацвалюта стремительно дешевеет. Эксперты даже предрекают очередную девальвацию. Сумеет ли президент справиться со всем этим, вытащить страну из кризиса и при этом остаться на посту, неизвестно.
Пока что глава государства за прошедший год так и не сумел выйти из тени Нурсултана Назарбаева и перерасти звание транзитного пассажира. Ернур Душанов, Ганизат Оспанов. Настоящее время. Азия. Казахстан. Как Казахстан прожил минувший год без лидера нации и есть ли перемены? Об этом мы поговорим с политологом, правозащитником, главой фонда Либерти Галымом Гилеевым. Галым, добрый вечер. Ровно год без президента Назарбаева. Что-то кардинально изменилось за это время в стране? Ну, во-первых, весь негатив, который был связан с Назарбаевым и его многолетним правлением, принял на себя Токаев. И поэтому, как новое лицо, во многом сгладились все эти негативные моменты, которые связаны были с Назарбаевым. И те провалы, которые были, они немножко были смягчены вот новой фигурой вот нового президента. Но все, что касается решений, которые были, Токаев провозгласил создание слышащего государства. Но, например, если начнем с АСП, это адресная социальная помощь многодетным матерям, то сначала она была предоставлена, затем отчасти у этих же матерей стали забирать эти деньги, им сократили эти выплаты и попросили многих вернуть эти деньги. То есть это говорит о том, что политика была не продумана и все приходилось делать на ходу. Кроме того, Токаев заявлял о политических реформах в стране. Но закон о митингах фактически он еще хуже, чем предыдущий закон. Например, говорится о уведомительном характере, но в каждом городе определяется 1-2 места, и фактически это резервации, где оппозиция или граждане могут проводить митинги. Фактически эти 2 места только определяют, и эти места не пикеты там, где нужно проводить, где они хотят, а там, где власть указывает гражданам проводить в определенных местах. Это является ограничением прав и свобод. Галым, это касается и других законов. Давайте вот еще о чем поговорим. Полнота власти по-прежнему в руках Нурсултана Назарбаева или это неверное утверждение, как вы думаете? Полнота власти в руках Назарбаева, и ситуация с Токаевым такая, как фильм американский, помните, загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Вот пока Токаев не отработает эту роль, Назарбаев будет все эти негативы и минусы фактически переносить на Токаева. Галым, давайте теперь поговорим о президенте Токаеве более детально. Можете назвать его победы и провалы? Ну, то, что хорошо, это то, что в местный бюджет КПН, есть такой налог у нас, он перешел в местный бюджет. Местные бюджеты стали чуть-чуть более, в финансовом плане больше появилось возможностей у местной власти. Но не введено толком местное самоуправление. Выборы не проводятся честно, и никаких изменений в закон о выборах пока не произошло. Поэтому нет честных выборов в стране, и из-за этого политические партии тоже формируются не на свободной основе, и оппозиция так и не смогла прийти и получить возможность борьбы для того, чтобы извините, бороться. что перебиваю. Еще один вопрос не могу не задать. Касым-Жомарт Токаев, фигура временная или транзит власти в Казахстане еще не завершен? У нас буквально полминуты. Пока Токаев нужен, он будет у власти, и как только Назарбаев почувствует, что нужно заменить эту фигуру, когда все минусы, связанные с политикой, он примет на себя, только тогда он пойдет на смену в пользу Дариги или в пользу третьей фигуры. Спасибо большое. Это был Галым Гилеев. Мы говорили о сроках деятельности Касым-Жомарта Токаева на посту президента. Всего доброго, до свидания. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Мы чуваши, мы здесь родились, выросли, мы в состоянии сами обрабатывать нашу землю. И никаких китайцев здесь быть не должно. Нас китайцы хотят тут землю отнять, эту и построить. Не знаю что, какой-то промышленный центр. И так нам никто ничего с нами, никто не объясняет, только воюют. Мы все против этого строительства. Ровно. Господи Боже милостивый, простите меня, грешника.
А ты веришь в Бога? Нет. Не веришь? А в черта веришь? Нет. Так я черт. Я верю в Бога, а сам черт. Прикинь. Сундучки, нам давайте пятачки, открывайте крышки, нам давайте пышки, открывайте пробки, нам давайте...